Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о темах. Интернет подвел, но Якутия готова к вызовам. После сбоя на переправе Дыркылах власти оперативно внедряют резервные каналы связи. Диалог поколений стал реальностью. В Ужулунской школе Чурапчинского района открыли полигон военно-патриотического клуба «Альфа». Времени даром не теряют. С приходом тепла в Устьере возобновились работы по благоустройству общественных пространств. В Усть-Майском районе ограничили проезд по автодороге Амга. Запрещено движение на участке поселок Ильдикан, поселок Югоренок. Из-за проходящего паводка вода вышла на проезжую часть автодороги. Организации паромных переправ обсудили на рабочем совещании председателя постоянного комитета Государственного собрания Илтумен по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павла Петрова. На повестке дня был вопрос о недавнем сбое интернета в Якутии. Из-за него прошла проблема с работой новых терминалов оплаты на переправе Дыркылах. В рамках этого подготовили резервные каналы подачи связи и дополнительные электрогенераторы. Также были обсуждены вопросы благоустройства, пункта перевозки, установки точек весового контроля грузовых авто, регламент перевозки пассажиров и бетонирование двух площадок главной переправы. Мы еще 2 года назад с Министерством транспорта провели совещание, на котором было принято решение о бетонировании площадок-накопителей в Нижнем Бестяхе и в Якутске. Сейчас нам обещают, по крайней мере, Павел Петрович пообещал, что этот вопрос возьмет на контроль, на бюджетный комитет вынесет, значит, чтобы профинансировать данное мероприятие. Порядка 120-130 миллионов необходимо затрат, но зато население получит уже настоящие комфортные условия во время ожидания в накопителях. Авиакомпания «Полярные авиалинии» информирует, что 30 мая будет выполнен стыковочный рейс по маршруту Якутск-Среднеколымск-Зырянка. Организация перевозки осуществляется в связи с подтоплением взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка, вызванного прохождением ледохода на реке Колыме в Среднеколымском и Нижнеколымском районах. Перевозка пассажиров будет выполняться в 2 этапа: из Якутска до Среднеколымска на самолете Ан-24, далее до Зырянки на вертолете Ми-8. А обратный рейс будет организован по аналогичной схеме. Норма бесплатного провоза багажа составляет 20 килограммов на одного пассажира. В Тубуинский Наслек вылетел первый субсидированный рейс на вертолете Ми-8. Более 20 пассажиров прошли регистрацию. Большинство – это дети, которые улетают на каникулы, специалисты медицинских учреждений, участники СВО. Почти всегда большинство груза – это продукты питания, стройматериалы для ремонта. Этим летом планируется всего 2 субсидированных рейса. Билет на взрослого стоит 9 тысяч, до 12 лет скидка в 50%. Ну а для сравнения, 5 лет назад субсидированных рейсов было 8. Возможно, будут и коммерческие, но там стоимость билетов стартует от 20 тысяч рублей, что очень проблематично для жителей такого отдаленного наслега. Хотелось бы, чтобы такие субсидированные рейсы хотя бы были 2 раза в месяц. Потому что село Тобия находится в очень отдаленном месте, и в летнее время дороги очень плохие. Фактически нет дорог. Поэтому субсидированные рейсы должны быть для пассажиров хотя бы в месяц по 2 раза. А у нас в этом году только предусмотрено 2 рейса. В Якутии началась процедура отбора кандидатов на должность главы Булунского улуса. Это один из первых случаев применения новых норм о единой системе публичной власти. Выдвинуть претендентов могут 5 уполномоченных субъектов, в том числе парламентские партии, Общественная палата и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Все кандидаты пройдут строгую проверку администрации главы республики, в том числе антикоррупционный контроль и проверку на статус иноагента. Документы нужно подать в Якутске до 16 июня. Ужулунская средняя общеобразовательная школа Чурапчинского района ежегодно участвует в различных грантовых конкурсах как республиканского, так и федерального уровней. Так, в прошлом году НКО «Эйгея» Ужулунской школы получил грант главы республики по проекту «Диалог поколений ВПК Альфа». На днях состоялось открытие полигона, созданного по проекту. Общая сумма составляет более 2 миллионов рублей.
Наша организация, то есть общественная организация ЭйГе Жулунского наследия, получил и идет торжественное открытие именно 4-го проекта, то есть 4-й грант. Я так рада за нашу команду, за наше население, за наших ребят. Мы приобрели, установили с нашей командой именно тропа препятствий, приобрели кадетскую форму. В Якутске отметили десятилетие Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Мероприятия прошли в Парке Победы. Для школьников организовали интерактивные площадки, мастер-классы, показательные выступления, церемонию награждения лучших юнармейцев и наставников. Сегодня движение объединяет более 3500 участников столицы республики. В Якутске действует 81 юнармейский отряд и 32 школы, участвующие в движении. За последние годы воспитанники движения становились победителями всероссийских конкурсов, военно-спортивных игр и патриотических проектов. Сам патриотизм, я захотел служить России. Я узнал, как разбирать автомат, да, маршировать, да, вот. Очень нравится. В нашей школе 2-й год уже мы состоим в рядах юнармии, и у нас насчитывается 82 ученика, то есть 3 отряда. За 2 года у нас очень много, можно сказать, достижений. В Якутске на базе промышленного техникума выбирают лучшего сварщика республики. Профессиональные состязания проходят при поддержке национального проекта «Кадры». К практической части сегодня приступили 5 участников, в их числе представители ведущих промышленных компаний. На выполнение сварки трубы и металлической пластины мастерам дали всего 1,5 часа. Точность работы проверяют на специальном оборудовании, которое просвечивает пластины насквозь по принципу медицинского рентгена. Имя лидера назовут уже завтра, в День сварщика. Этот профессиональный праздник в текущем году в нашей стране впервые отмечается официально. Варят они катушку 159-ю, стенка 8 и пластина стенка 10 мм. Оценка будет идти по всем параметрам сборки, сварки, проверка зазора, проверка геометрии прихваток, проверка техники безопасности. После сварки проверка по визуально-измерительному контролю. После этого рентгенографический контроль. В Нюрбинском районе ведутся работы по подготовке полей, пашин для посева кормозаготовительных культур. В этом году планируют использовать всю площадь 164 гектара земли в местности Кытылыктах и 15 гектаров в селе Сюльцы. Специалисты управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Министерства сельского хозяйства на месте осматривают земли для посева. Планируем высевать подсолнух, сорго-суданскую, суданский гибрид, а также вековсяную смесь и дополнительно семена зерновых. Это овес виленский и ячмень баян. В этом году они впервые будут именно производство семян в Нюрбинском районе наших местных сортов. С приходом тепла в Уснире возобновились работы по благоустройству общественных пространств. Запланировано много, поэтому небольшой коллектив муниципального автономного учреждения «Комтехсервис» старается не терять времени даром. Лето – основная пора работ по благоустройству территорий. Самое первое, что нужно сделать с наступлением теплых дней – это работы по водоотведению. За зиму многие сточные канавы обсыпались, а водопропускные трубы забились или замерзли, заполненные осенними еще водами. Там край вроде видно. Продолжаются неоконченные прошлым летом работы на местах запланированных скверов. Обустраивается еще одна волейбольная площадка. Модернизируется и спортивный игровой комплекс. Жители отмечают улучшение санитарного состояния поселка и приветствуют шаги администрации в этом направлении. В данный момент у нас запланирована акция «Вывоз кузова» бесхозных автомобилей, невостребованных, брошенных, разобранных. Акция начнется с 8 июня и будет длиться до конца лета. Постараемся все брошенные автотранспорты вывести. Поэтому владельцев автомобилей
за кем числятся автомобили брошенные, просьба убрать. Либо подать документы на утилизацию и утилизировать автотранспорт. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Вилюйском Улусе коллектив Центральной районной библиотеки имени Ивана Михайловича Гоголева-Кындыла постоянно проводит мероприятия, объединяющие людей, желающих узнать новое, поразмышлять и познакомиться со старыми временами. На этот раз ко Всероссийскому дню библиотек провели очень интересный квест, игру по станциям под названием «Купеческий Вилюйск». Основной целью является знакомство людей с глубиной истории старого города Вилюйска. Участники из 5 человек по различным станциям проверяли свои знания. Вот как раз-таки позади меня стоит объект культурного наследия. Этот дом конца 19 века. В этом доме как раз-таки жил и работал с 1937 по 1938 год прошлого столетия выдающийся руководитель республики, выдающийся сын народа Саха Илья Егорович Винокуров. И с воспоминаний современников о деятельности, будучи, когда он был здесь, в Вилюйске работал, говорят, много чего сделал. И главное то, что вилюйчане очень сильно благодарят его за это, спас очень много жизней в те очень сложные времена. В Усть-Алданском Улусе ярмарка, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, собрала предприимчивых людей. На центральной площади села Барагонцы на продажу выставили якутские украшения, керамические изделия из глины, рассада цветов, клубники, овощей. Как отметили организаторы ярмарки, с наступлением огородной поры население в основном закупало рассаду. Сегодня на нашей центральной площади собрались на ярмарку. День как раз-таки выдался очень хороший. Это у нас традиционная ярмарка, каждый год, ежегодно проводится. И с каждым годом участников становится все больше. Стартовал чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с инвалидностью. Состязания собрали 155 участников из разных уголков республики, в том числе мастеров спорта и действующих членов сборных России и Якутии. К примеру, Аял Сивцев, Виктория Петрова, Виктор Евсеев и Роман Ибрагимов. Сам чемпионат стал пробной площадкой перед главными стартами этого года спартакиады Джулур, которая пройдет с 16 по 19 июня. Что касательно первенства, то здесь главные спортсмены-школьники. Их результаты пойдут в зачет республиканской спартакиады. Всего атлетам предстоит преодолеть 3 дистанции. Кроме того, пройдет и метание ядра. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.